Соблюдение основ безопасности в средних общеобразовательных учреждениях региона обсудили на встрече главы Ингушетии с начальником Главного управления МЧС России по республике Русланом Калоевым. Так, Ингушетия вошла в число регионов, где реализуется пилотный проект изменения по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» с акцентом на раздел «Первая помощь». Речь идет о внедрении раздела «Первая помощь» в программу «Основ безопасности жизнедеятельности населения», то, что преподается в школах. Этот раздел он предполагает более углубленное изучение школьниками оказания первой помощи, значит, для пострадавшего. Для того, чтобы это организовать, нам, соответственно, нужно по программе развития образования, то, что школы строятся, включить в перечень оборудования закупаемого, то оборудование, которое необходимо для классов, чтобы там могли проводить эти занятия. Значит, 10 субъектов пилотных у нас уже по Российской Федерации они определили, в том числе по Северному Кавказу, это Ставропольская и Ингушетия, то есть мы там включены. Письмо, соответствующее с оборудованием, с просьбой в программу это все включить, значит, от МЧС России на Министерство просвещения ушло. Единственное, сейчас, что, наверное, нужно, это я уже с министром образования разговаривал, уже с нашей стороны, чтобы отсюда пошел туда звонок или какой-то представитель, чтобы он мог уже дополнительное финансирование при строительстве школы, при закупке этого оборудования, чтобы дополнительное финансирование истребовать именно вот для этих целей. Юнусбек Евкуров отметил, что обучение основам оказания первой помощи и поведению в экстренных ситуациях как преподавательского, так и ученического состава является важным фактором для обеспечения безопасности наших детей в школах. Глава предложил на начальном этапе укомплектовать оборудованием мобильный класс, который можно будет использовать для обучения детей в различных муниципалитетах. Классический вариант что было бы, как в советское время РАНО, в муниципальном образовании в одной из школ есть полное оборудование, и детей или оборудование к детям в школу возят, там занятия неделю разве, это в школе проводят, неделю там занятия проводят. Там же эти занятия же не ежедневные, так? Нет, оно по программе ОБЖ, там в зависимости от того, какой класс. Поэтому там по линии ОБЖ просто проводите эти занятия выездные. Не обязательно там все классы упаковать. Главное, чтобы занятия были. А чтобы занятия были, группа собрала свое имущество, машина загрузила, приехала, развернула в классе, в школе, провела занятия и уехала. Там неделю там, они занятия проводят там, с детьми там, разных там с какого года там привлекают детей? 9 класса, кажется? Ну, там они, почему? Они из начальных классов там частично могут обучать. Но у нас, конечно, продумать вопрос, в основном старших. Какой вариант продумать?